Привет! Квант и Евангелие. Сегодня, через одну фразу, я хотел бы поделиться с вами тем, что такое духовная песня. Это 1 Паралипоменон 251. Давид и военачальники, среди потомков Асафа, Емана и Идифуна, пусть они служат с отличием, бери цитру, лютню и тарелки. И заставил их петь священную песнь, возникает вопрос, почему Дэвид, чтобы установить людей, которые хвалят, вы были с военными командирами? Гимны и армии – какая связь? Причина в том, потому что хвала – это оружие духовной войны. Хвала, возвышающая Бога, уничтожает силу сатаны. Во двор Паралипоменон 20. Царь Иосафат был на войне, мы пошли вперед, ведомые хором. И что удивительно, без использования единого ножа я победил. Даже сегодня военный оркестр, он играет важную роль в повышении морального духа солдат. Похвала – это оружие. Это не просто музыка, это мощное оружие, которое движет духовным миром. Так что же такое духовная песня? Это не мистическая или мечтательная музыка. На иврите духовная песня означает «невуах тасьяс» – пророческая хвала. Пророчество есть, Бог дает слова, откровения, прозрения. 2 Тимофею 3,16 в Библии сказано «Все писания от Бога». Это было сделано по вдохновению Слова Божие. Когда ты встречаешь мелодию, это становится пророческой хвалой. Бог создал мир словами. Слово имеет свою чистоту. Наша похвала. Когда вы настраиваетесь на эту частоту, молитвы усиливаются, поклонение достигает небес. Мелодия без слов развлечения. Слова без мелодии не усиливаются. Когда слова и мелодия встречаются, рождается божественная песня. Вот оно, это пророческая хвала. Господи, дай нам хвалу. Спасибо, что дали мне духовное оружие. Духовная песнь, пророческая хвала. Пусть это вольется в мою жизнь. Каждый момент поклонения. Пожалуйста, наполни меня своим присутствием. С этой похвалой я верю, что оплот врага рухнет. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь.